Добрый вечер, дорогие друзья. Будем начинать. Какой-то не очень у вас боевой настрой, дорогие зрители. Давайте еще раз. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Будем начинать. Отлично. Для начала немного посвящу вас в курс дела. Science Slam – это битва ученых на сцене бара или ночного клуба, или, как вы теперь знаете, библиотеки. Ученые рассказывают о главных научных идеях современности и о собственных научных исследованиях. Научный слэм проходит более чем в 20 регионах России, различается по видам и формам проведения, но основное правило неизменно. У каждого слэмера есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею. За минуту до конца выступления прозвучит колокольчик, значит пора закругляться. А публика определит лучшего аплодисментами, топотом и шумом. Ну а мы весь этот шум замерим шумомером. Если что, я в конце это еще вам повторю. Научные слэмы активно проводятся по всему миру, и Россия не стала исключением. Первый Science Slam в нашей стране прошел в 2011 году в Санкт-Петербурге. В нашей республике научный слэм молодых ученых проходит уже в 3-й раз. Организаторы мероприятия выступили Национальная библиотека Удмуртии совместно с Удмуртским федеральным исследовательским центром Уральского отделения Российской академии наук, также Ижевским государственным техническим университетом имени Михаила Тимофеевича Калашникова, Ижевской государственной сельскохозяйственной академией, Удмуртским государственным университетом и Ижевской государственной медицинской академией Министерства здравоохранения. Аплодисменты организаторам! Ну и сейчас для приветственного слова участникам научного слэма я приглашаю сюда директора Национальной библиотеки Удмуртской республики Татьяну Владимировну Тенсину. Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в обновленном, красивом здании Национальной библиотеки. В прошлом году я сказала, что обязательно на будущий год слэм молодых ученых состоится в новом здании, и это свершилось. Если честно признаться, я, наверное, до сих пор еще нахожусь под впечатлением тех работ, которые были представлены в прошлом году. Насколько интересны исследования и разработки наших молодых ученых, но и я уверена, что в этом году это будет не менее интересно. Я желаю вам всем успехов, участников сегодняшнего соревновательного духа такого. И хочу сказать, что вот в 3-й раз у нас проходит слэм, и 1-й, и 2-й конкурс победители были ученые, которые занимаются сельскохозяйственными науками. Но я не знаю, смогут ли сегодня победителями стать ученые в области других исследований. Так что всем ни пуха, ни пера. Удачи! Спасибо, Татьяна Владимировна. Эти аплодисменты для вас. Еще раз. И хочется сказать о партнерах нашего мероприятия. Информационный центр по атомной энергии Ижевска. Уникальная площадка для всех неравнодушных к науке школьников и студентов, а также их родителей и преподавателей. Основная задача центра – популяризация науки и инноваций, просвещение в сфере атомной отрасли и промышленности в целом, развитие экологического мышления и культуры. ИЦАЭ сотрудничает с ведущими экспертами, блогерами и популяризаторами из различных областей знаний. Также наш партнер Сбербанк, который запустил уникальный общероссийский акселератор Сберстудент для студентов, аспирантов, научных сотрудников, институтов и университетов. Программа для акселератора разработана по содержанию учебных материалов от Stanford Online. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение. И прямо сейчас для приветственного слова я приглашаю Наталью Борисовну Ягодину, руководителя информационного центра по атомной энергии Ижевска. Встречайте! Передавали микрофон и стукнуло током. Энергия сегодня здесь на площадке есть, находится, и я надеюсь, я убегу сегодня, она останется и поможет нашим ученым занять самые лучшие места, выступить лучше всех. Итак, на самом деле, да, уже сказали про информационный центр по атомной энергии Ижевска.
эта сеть в регионах присутствует в одной отрасли. Мы занимаемся поддержкой, в том числе поддержкой популяризаторов науки. Я надеюсь, что мы сегодня именно на том проекте, который поддерживает молодых ученых, популяризирует науку и дает им нужный опыт для дальнейшей, может быть, развития карьеры, каких-то там тренировки навыков и так далее, и так далее. И я, в свою очередь, тоже бы хотела пригласить представителей научного сообщества к нам на площадку. У нас очень много форматов, где можно получить те же навыки, те же, там, подкачать какие-то компетенции, может быть, просто обменяться какими-то возможными там, знаниями и так далее. И я бы хотела отметить, вот в прошлый раз ИЦА Ижевска, партнер этого проекта уже третий год за подряд, и в прошлый раз у нас, по-моему, Ильнас, да, выиграл. Первый год выиграл Ильнас, и в течение года мы его пригласили выступить на нашей федеральной площадке. У него была возможность представить свой проект. Это очень хороший был опыт. Я этим горжусь, что наш представитель научного сообщества смог, в общем-то, представить свой проект и на более глобальных площадках. Всем удачи, победы! Спасибо, Наталья Борисовна. Что ж, еще раз обращаюсь к залу и уже участникам. Вы готовы начинать? Понял, будем с вами работать двумя попытками. Вы готовы начинать? Отлично. По правилам слэма, для того, чтобы задать тон выступлениям наших молодых ученых и поделиться своим бесценным опытом, мы пригласили авторитетного ученого из Удмуртского государственного университета. На выступление отводится 10 минут. За минуту до окончания отведенного времени прозвучит колокольчик. Пожалуйста, продемонстрируйте нам звук колокольчика. Это значит, что до окончания осталась 1 минута и время закругляться. Что ж, а для этой важной миссии мы приглашаем Вадима Викторовича Долгова, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России, Института истории и социологии УЗГУ, с темой «Почему профессор Эббок не открыл шампанское?». Аплодисменты вновь. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне сказали, что я должен прийти сегодня на веселое научное мероприятие. Мне показалось это абсурдным, потому что научные мероприятия на самом деле веселыми быть не могут, поэтому многого от меня не ждите. Когда я думал, о чем же мне вам рассказать, я право не знал, и вспомнился мне фильм, который я смотрел, а вы, наверное, нет. Хотя фильм довольно известный, это сериал, который называется «Теория большого взрыва». Я даже не буду спрашивать вас, смотрели вы его или нет, думаю, что нет, но есть там один прикольный момент. Вот эти вот молодые ребята, физики, приходят разбирать кабинет умершего профессора. И в его столе находят бутылку шампанского. А у бутылки шампанского записка. В записке написано: «Дорогой Роджер, открой эту бутылку, когда совершишь великое открытие. Мама». Да, то есть профессор умер уже глубоким старичком, и вот эта бутылка, она осталась у него так и не открыта. Понимаете, какая трагедия? Ведь что означает? Что не просто он не совершил великого открытия, он, может быть, и совершил его. Он сам думал, что он не совершил великое открытие. И я вот потом начал думать, если бы мне мама подарила такую бутылку, открыл бы я ее уже или нет? И вот что я, значит, надумал. А вообще, сказать о том, что научное открытие совершено, могут две авторитетные силы. Во-первых, это может быть сам ученый, который скажет, что и да, я открытие совершил. Но вы же понимаете, что у нас в науке, а может быть даже среди вас, полно шизофреников. Может быть даже и я не вполне нормальный. И, конечно, если доверять этим людям, они, конечно, все будут говорить, что они совершили научное открытие, но стоит ли им верить? Но с другой стороны, может быть, коллегам доверить решение этого вопроса?
Но вы знаете, вот вы еще молодые, может быть, ученые, коллеги жутко злобные существа. Они даже если вы найдете библиотеку Ивана Грозного, все равно скажут, что вы занимались фигней и ничего не сделали. Причем они послушают, скажут, что вы занимались фигней, а потом преподадут это как свое, и все будет замечательно. Поскольку, вот видите, вот фотокарточка, это известный экономист Дэвид Канеман. Есть такой у него эксперимент, называется «Чашка Канемана». Ну, не буду его сейчас пересказывать. Смысл в том, что человеку всегда гораздо ближе и дороже то, что у него уже есть, чем то, что у него нет. Поэтому ваше открытие, ваши коллеги скажут, что это чепуха, потому что это не их открытие. А вот свое открытие они будут превозносить. Поэтому ни самим ученым нельзя верить, ни коллегам. Но что же делать? Некоторые мои коллеги говорят, да и пусть, не будем мы слушать ни коллег, никого, какая нам разница, кто что говорит. Если мы настоящие ученые, то мы должны быть выше этого. Но, понимаете, история науки показывает, что люди, которые точно были настоящими учеными, тем не менее, зверски просто боролись за приоритет, зверски просто боролись за то, чтобы признали именно их первооткрывателями. Но вы видите здесь два портрета, всем известных. Это Ньютон и Лейбниц, которые спорили о том, кто же из них открыл дифференциальное исчисление. Причем есть переписка их, когда они сначала по-дружески эту теорию обсуждают, а потом вдруг спохватываются, что это великое открытие, и начинается вошедший в историю срач между двумя этими великими людьми. Люди великие, а между тем они были чрезвычайно тщеславны. Это заграничные ученые. Наши ученые ничуть не меньше. Все мы, конечно, знаем великого нашего первого русского академика Михаила Васильевича Ломоносова. И нам кажется, есть такой фильм советский хороший про Ломоносова, где складывается впечатление, что он был человек далекий от тщеславия, весь погруженный в науку, но нет, друзья мои. Ломоносов был не только великим ученым, он был великим карьеристом. Он сделал карьеру ученого в стране, где карьеру ученых еще никто не делал. И как он это делал? Он, например, писал оды на восшествие абсолютно всех императоров, которые восходили на престол при нем. Причем такие оды, что если бы я сейчас так начал нахваливать, например, Путина, вы бы закидали меня тухлыми помидорами, и все отсюда быстро убежали, сказали, что это за безумный человек. Но Ломоносов, он не стремался этого делать, понимаете? Он их вылизывал. А зачем? Стоило вообще? На самом деле стоит вылизывать, как бы не ужасно это звучало. Почему? Ну, во-первых, дело в том, что признание научных достижений дает чувство глубокого удовлетворения. Но не только. Всякие титулы, звания, награды, это всегда связано с регалиями, с ресурсами. То есть чем больше у вас всяческих наград и регалий, тем больше вам дадут ресурсов на следующее открытие. Это всем известный эффект Матфея, который открыл известный социолог Роберт Мелтон, что чем больше у вас есть, тем больше вам дадут. А чем меньше у вас есть, тем меньше вам дадут. Поэтому не скромничайте. Вот, смотрите, на нижней фотографии скромный Ладыгин, который просто открыл лампочку накаливания. Но мы все думаем, что лампочку накаливания изобрел Эдисон. А почему? Я тут специально выписал. Он далеко не был первым, кто придумал лампочку, и не был последним, а просто он был самым нескромным. Поэтому, друзья мои, чтобы уложиться в те самые 10 минут, я подведу итог. Что, как мне кажется, должен делать ученый, молодой и старый? Во-первых, он обязательно должен заниматься тем, чем ему интересно. Других ориентиров быть не должно. Если вам не интересно, бросайте это немедленно, бросайте. Это раз. Во-вторых, критиков нужно банить нещадно.
Не банить их только в одном случае, если есть возможность их побить или посмеяться над ними. Если вы не можете их побить, если вы не можете над ними посмеяться, тут же чик и выключили. То есть слушать надо только тех, кто вас хвалит. Ну и не стесняться заявлять о себе. И если вам мама подарила такую бутылку шампанского, на которой написано, что ее нужно открыть, когда совершите открытие, немедленно ее откройте, прямо тут. Поскольку трезвые ученые обычно не бывают же веселыми, так и Степан. Логично. Вот, в общем, и все. Смотрите, я успел. Спасибо за внимание. Владимир Викторович, большое спасибо. Это было красиво, это было интересно. Дорогие зрители или даже участники, есть ли у вас вопросы к Вадиму Викторовичу, к нашему выступающему? Да, конечно. Я, конечно, слышала, что вы предпочитаете банить критиков, но мне бы хотелось знать, завние титлы и открытие, это вот у вас пасхалочка в презентации? Я просто очень быстро ее писал. Ага, ну, надеюсь, ваши книги вы пишете помедленнее? Нет, книжки я тоже пишу очень быстро, но есть ведь редакторы, которые проверяют. И, кстати, лучше книжки писать, чем статьи. Это интересно. Так, у зрителей есть ли еще вопросы? Нет? Все. Большое спасибо, Владимир Викторович. Ну и хочется закончить шуткой. Вот уж не знаю насчет Эббота, но открыть шампанское в Новый год — это уже традиция. Вот ты, Дима, и прощупал зал. Что ж, это было отличное выступление. Ну а сейчас пришло время познакомиться с нашими участниками научного слэма. Участники, у вас есть возможность сразу выходить ко мне на сцену и оставаться для предстоящей разминки, либо просто встать, мило улыбнуться и помахать рукой в зал. Поехали. Участник номер 1. Любовь Тронина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, область интересов сельское хозяйство. Участник номер 2. Аверкиев Игорь, младший научный сотрудник, аспирант лаборатории атомной структуры и анализа поверхности физико-технического института Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, область интересов физика. Участник номер 3. Анна Мерцалова, аспирант Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, область интересов сельское хозяйство. Участник номер 4. Ирина Кайсина, кандидат технических наук, заведующий научно-образовательной лабораторией беспилотной системы Ижевского государственного технического университета имени Калашникова, область интересов телекоммуникации. Участник номер 5. Алексей Яковлев, аспирант Ижевской государственной медицинской академии, область интересов медицина. И участник номер 6. Михаил Загуменов, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Института естественных наук УДГУ, область интересов биология. Еще раз всем нашим участникам бурные овации. Ну и, как я уже сказал, в любом деле важна разминка, в спорте, в пении, ну и, конечно же, в научном слэме. Ну а для проведения этой разминки, дорогие участники, я прошу вас пройти не на сцену, но подойти ко мне. Под бурные овации зала, я думаю, что будет повеселее. Все, отлично, вас 6. Так, чтобы мне было удобнее, я не вертел головой, встаньте, пожалуйста, в 2 команды друг напротив друга. Разминка максимально простая. Я задаю вопрос, если вы знаете ответ, поднимайте руку. С залом мы определим, кто из вас раньше поднял руку и кто получит балл за разминку. Они не будут учитываться, но чтобы вы разогрелись. Поехали. Первый вопрос. Самая тонкая природная нить это? Нет. Так. Паутина, все верно. Или будем выкрикивать, чтобы было понятнее. Дорогие участники, что вы скажете? Мы будем выкрикивать или поднимать руку? Кричать. Кто быстрее крикнет? Отлично. Нет. Сразу кричать ответ. Все, если знаете ответ, выкрикивайте. Назовите 18-ю букву алфавита. Ё. Нет. К. Нет. 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 Я уже посчитала. Нет. Нет. Бьют рядом. С. Нет. 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 Еще раз. А? Р. 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 Все верно. Р. Едем дальше. Какой президент изображен на 5-долларовой купюре? Юхай.
Линкольн. Все верно, это Линкольн. Очертания какой страны идеально подойдут к ковбойскому гардеробу? Италия. Италия, все верно. Так, и теперь, кто из вас быстрее поднимет руку? Это было быстро, это было сильно. Сколько лет длилась Столетняя война? 116, все верно. Так, и теперь продолжите, пожалуйста, песню. Белая ночь опустилась, как облако. Ветер, да-да-да. Почти. Слово очень созвучно на самом деле. Нет, ветер не тумана, он на юной листве что-то делает. Ветер гадает на юной листве, все верно. Так, едем дальше. До 1923 года как назывался город Стамбул? Все верно, Константинополь. Кто открыл пенициллин? Флеминг Александр, все верно. И последний вопрос. Сколько фильмов в серии о Гарри Поттере? 8. Все верно. Это была вся разминка. Вы размялись? Да. Большое спасибо за отличный разогрев. Ну а перед тем, как мы будем переходить к вашим выступлениям, нам необходимо провести жеребьевку. И я прошу вынести необходимый для жеребьевки реквизит. Теперь все внимание на наших участников. Вы подходите к нашему шлему, вытягиваете бумажку со своим номером, и мы будем знать, какие по счету вы будете выступать. Можете просто в 7 раз подойти спокойно. Как говорится, и пусть удача всегда будет с вами. 4. Так, все отлично. И сейчас, наверное, вас запишут сейчас на доску. Первый. Все, подходите, пожалуйста, к доске. Сейчас вас запишут. Вы взволнованы, дорогие зрители? Да, ответил мне зрительный зал. О, как мы взволнованы! Ох уж этот научный слэм, каждый год что-то новое. Ну, для меня и впрямь что-то новое. Это у меня первое мероприятие подобного формата. Так, все, отлично. Так, мы уже знаем, что первым у нас будет выступать Алексей Яковлев, все верно. Все, здорово. Так, 6-м номером у нас идет Анна Мерцалова. Номером 2-м Любовь Тронина. Да, все верно. Да, вам уже, Алексей Яковлев, можно не уходить. Все, отлично. Последовательность наших выступающих теперь мы знаем. Так, Алексей, ваш микрофон, вот возьмите микрофон. Попробуйте его проверить, включить. Микрофон работает, все отлично. Еще раз напоминаю правила. У вас на выступлении есть 10 минут. Как только... Так, пока не переворачиваем. Нет, пока обратно. Пока рано. У вас на выступлении есть 10 минут. Как только остается 1 минута до окончания, вы услышите колокольчик. Значит, время закругляться. Что ж, Алексей Яковлев. Тема старение, состояние или болезнь. Аплодисменты. Пожалуй, стоит начать с грустного. 1890 год. Средняя продолжительность жизни около 30 лет. Но мужики, как обычно, отстают. И к 2020-му, при всех прочих равных без ковида, мы бы должны были жить около 80 лет. Это же классно? Ну да. Не совсем. Ну, надо умирать молодым. какая беда. Следующий слайд обладает удивительной способностью показывать нам, от чего мы будем умирать. Мы не будем умирать. Видимо. Подождите, до этого надо дожить. А может часы пока наклонить, чтобы уж... Пусть обратно текут. Все, Прекрасно. И от чего же мы будем умирать? В первую очередь от сердечно-сосудистых событий. И о чем речь? Ужас какой, даже это не работает. От ишемической болезни сердца, от инсульта и от других длительных хронических заболеваний. Следующий слайд.
И вот основной вопрос. Можно ли вылечить старение? Ну и представлюсь, аспирант кафедры гистологии и цитологии медакадемии, исполняющий обязанности заведующего приемного покоя 2-й городской, врач-рентгенолог Яковлев Алексей Анатольевич. Следующий слайд. Долина Имлатис. Вот бедные хоббиты, которые туда приходят. Ничто не ново под луной. Все хотят жить вечно. Джон Рональд Уэлл Толкин придумывает тех персонажей, которые способны жить вечно и не стареть. Следующий слайд. Владыка Элронд. Тот, кто видел закат второй эпохи. Тот, кто в дальнейшем перейдет в третью эпоху и уедет в далекий Валенов. Следующий слайд. И его бабка. Галадриэль, которая выглядит не хуже его. А ей, к слову, несколько тысяч лет. Следующий слайд. Что же такое старение? По старение – это постепенное снижение способности организма к адаптации. К любой адаптации в том числе. Следующий слайд. О, Господи! Орландо Блум. Почему-то в «Хоббите» он выглядит гораздо хуже, чем во «Властелине колец». При условии, что «Хоббит» произошел на 80 лет раньше, чем битва при Хельмовой паве. Что же он делал? Почему так получилось? Почему великий эльф, принц лесного королевства, вдруг стал выглядеть лучше? И вот тут-то появляется вопрос о сианалитиках, препаратах, способных замедлить старение. Следующий слайд. Что же они ели? Что такого делали эльфы, что стали способны жить вечно, долго и даже молодеть? Есть много сигнальных путей старения. Биологи и те, кто в принципе проходили биологию, клеточную биологию, для них вот эти страшные буковки, это даже что-то понятное. Для большинства из вас это все непонятно. Но при всех прочих равных мы можем сказать, что существуют некоторые вещества, которые способны это старение замедлить. Некоторые вещества химического строения, а некоторые вполне себе природного. Следующий слайд. И вот оно открытие, которое в дальнейшем стало Нобелевской премией. Лаура Нидерхофер. Она открывает физитин. Вещество, которое по своей способности увеличивать продолжительность жизни почти неотличимо от другого. Но то стоит десятки тысяч долларов, а это есть в клубнике, в манго, в хурме, в луке и в многих других красно- или оранжево окрашенных овощах. Кем же были эльфы? Они были вегетарианцами. И ели, собственно, это. Кто помнит «Властелин колец», когда бедных хоббитов стали кормить травой, им так не понравилось. Следующий слайд. Кверцетин. А вот это то вещество, за которое дали первую Нобелевскую премию при изучении сианалитиков. Оно находится в луке, оно находится в яблоках, но рекордсмен тут лук. Не зря древние греки заставляли есть лук регулярно и часто. Следующий слайд мой любимый. Вот, наверное, это горькая жопка огурцов. Это то, что мы не любим, и вот она сила Земли. То, что, собственно, способно вызывать ответную реакцию не только публики, но и того, кто сможет сделать то, что рекомендует доктор Попов. Что это такое? Все из вас летом, когда едят сей вкусный продукт, ощущают горечь. Вот, собственно, горечь эту и вызывает кукурбитоцин. Вещество, которое останавливает клеточный рост злокачественных образований. Следующий слайд. Ну и, конечно же, кто знает, это фрактальный огурец. Я вчера увидел только это видео и не мог не включить. Следующий слайд. Что вот это? Кто-нибудь знает, что это за шишечка? Что это? Неправда и неправда? Ольховая. Неправда. Это длинный перец. Я тоже не знал. Когда вчера готовился, он даже называется пиперлангумин. Это вещество, которое в нем содержится. И оно снова обладает сногсшибательной способностью убивать онкологические клетки. И следующий слайд. Следующий слайд. Куркума. Куркумин. В самой куркуме содержится 1-2%. Но есть химически выделенное и, к слову, очень дешевое вещество. Ряд исследований, которые мы провели уже у себя в лаборатории, показывают, что продолжительность жизни
крыс, которые получали это вещество, увеличивается почти на 20% в сравнении с контрольной группой. Следующий слайд. Дюна, Фрэнк Гербер. Кто помнит описание Фримена? Синеглазые и в первую очередь долго живущие. Средняя продолжительность жизни фрименов около 100 лет. При всем условии, что вся остальная империя в этот момент живет около 50. И что самое главное, кто является источником? Это вот те самые гигантские черви. Слушивая с них вот эти все пески, это тоже не совсем пески, это как раз меланж, тот, который выделяется из этих самых червей. А второе название меланжа кто-нибудь вспомнит? Корица. Следующий слайд. Фрэнк Гербер был не настолько далек от истины. В корице содержится процианидин 1С. Он также содержится в темных сортах винограда и в косточках. И опять же, этот препарат вот-вот выйдет на рынок. Причем на большой фармацевтический рынок. Те исследования, которые есть, говорят об увеличении продолжительности жизни животных. В частности, это были крысы и приматы. Исследования проводились на шимпанзе. Почти на 3,5 года, при условии, что шимпанзе живут около 20 лет. Это почти треть, точнее, 1/10 жизни. Для нас это около 7-10 лет. Жить на 7 лет дольше как-то приятнее, правда? Следующий слайд. Виктор Харконнен. В чем же он купается? Помните тот удивительный момент, когда Лето Атрейдес выдохнул на него этот ядовитый газ из своего зуба? Умерли все, кроме вот этого товарища. А потом этот товарищ купался в какой-то черной фигне. Я думал, что это нефть. Но оказалось, нет. У нас ничто не ново под луной. Есть некоторые химические соединения вот такого же цвета, которые способны продлять жизнь, и они обладают антиоксидантными свойствами. Может кто-нибудь угадать, что это? Какой? Мурый. Неправда, следующий слайд. Это фуллерен. С60. Вещество, которое обладает антиоксидантными свойствами. И что самое главное, сейчас на его основе готовятся препараты против ВИЧ. Данное вещество обладает антиретровирусной активностью. Следующий слайд. Чтобы красиво закончить, следующий слайд. Вы даже не представляете, о чем я говорю. Большая часть из вас даже не понимает ни слова. Но не волнуйтесь, когда-нибудь поймете. И следующий слайд. Я бы поговорил дольше, но ко мне на ужин пожаловал старый друг. Прощайте. Для вас выступил Алексей Яковлев. Уважаемый зал, и вновь, есть ли у кого-то вопросы по данной теме к Алексею? Да. Вы первые подняли руку. Правило первой руки. А скажите, Алексей, вам больше эмбриология или геронтология нравится? Нет, зародыши я люблю больше. Больше любите Да. зародышей. Ну и вы делаете все для того, чтобы они жили дольше, да? Ну, раз интересуетесь геронтологией. Вот я тут записала эти ваши вещества. Физитин, да. кверцетин. Вот вы сказали, что по сути можно есть просто огуречный салат с луком, присыпанный С горькими жопками, да. да, и присыпанный вот этим всем, да. А есть в жидком виде какие-то жидкости, содержащие эти препараты? Есть. Выпить тоже ведь хочется. Есть куркумин. Чем запивать? Виноградный сок, гранатовый сок, все, что содержит красные вещества, именно вот темный гранатовый сок. Красное вино. Красное вино. Красное вино, не белое, речь идет об А этом. насколько лет оно продлит жизнь мою? На самом деле, про красное вино сказали, что оно не работает. Есть Натуральное красное вино работает, а вот то, что есть у нас, нет. Смотря что работа еще делает. Сейчас объясню, в чем дело. Методика выдержки красного вина, а именно спирт, который в нем содержится, убивает, дезактивирует тот самый физитин, который там содержится. И пиперлагумин, который там тоже есть. Но у нас сейчас медицина доказательная, и мы говорим, я понимаю, о чем вы говорите, это исследование, мета-анализ, в котором было показано, что продолжительность жизни многих популяций, в частности, которые в большом количестве употребляют красное вино, это горцы в первую очередь, это генетический фактор. Им просто повезло.
Нам повезло в меньшей степени. Но виноградный сок из темных сортов винограда способен продлить жизнь. А красное вино – это приятный бонус. По-моему, на французах проводили исследования и доказали, что они употребляли красное вино, но помимо этого они употребляли еще какие-то другие продукты, вроде мяса, фруктов и овощей. Да, там в первую очередь речь идет о сельдерее, тоже не менее противная гадость. А что, они должны были в рамках эксперимента только вино поглощать? Нормальный эксперимент. Нет, Ну, в том числе. И умерли ради. А еще из вашего доклада я так поняла, что у нас какой-то вселенский заговор, мы всегда огурцы выращиваем так, чтобы они горькими не были, а нужно есть горькие, да? Да, горькая То есть часть нет- огурца – это кукурбитоцин. Массовно съели То есть в все. следующий раз, когда у меня вырастут горькие огурцы, я должна говорить, что это лечебные. Да. Отлично. Когда будете отдавать, говорите, все для вас. Спасибо. Можно вопрос продолжения? Скажите, вот еще известная гипотеза старения связана с укорочением теломеров. Как-то с этим можно Сейчас. бороться или нет? Можно открыть слайд со схемкой. Там, где непонятно ничего? Да. Это неизвестная теория, это доказанный факт. С каждым последующим... Нет, там схемка сильно непонятная. Да, биохимическая схема была, да. Дальше. Вот. Речь о чем? Каждое последующее деление укорачивает нашу хромосому на какую-то часть. Это так называемый лимит Хейфрика. Каждая клетка способна поделиться 50 раз. Плюс-минус 10 раз. То есть от 40 до 60 раз каждая из наших клеток способна поделиться. Тот вопрос, с которого я начинал апробацию, и меня не понимала половина наших преподавателей. Дело в чем? Нельзя постареть стабильной популяцией клеток. Нельзя постареть сердцем. Нельзя постареть мозгом в прямом смысле этого слова. Эти клетки не делятся. А вот кожей постареть можно и легко. Те, кто старше 30 лет, вдруг начинают понимать, что молодость проходит прямо перед глазами. И появляются морщинки. А в чем проблема-то? Как раз в том, что заканчивается лимит Хейфрика. Клетки начинают, они больше не могут поделиться. Вот клетки, которые не способны делиться, и называются синесцентными. Клетками, не способными к делению. И самая большая беда то, что они не умирают. А если они не умирают, что происходит? Эти клетки начинают выделять вокруг себя ряд молекул. Эти молекулы заставляют те клетки, которые есть рядом, не делиться. Это саботаж в чистом виде. Но хуже всего, они являются активными онкогенами. И вот в этом-то и проблема. Почему мы умираем от ишемической болезни сердца, от инсультов, от инфарктов, и в первую очередь от онкологии? Это в первую очередь потому, что вот эти самые синесцентные клетки себя так плохо ведут. И вот синолитики, препараты, о которых я говорил, вещества, о которых я говорил, способствуют выходу этих клеток в аутофагию или апоптозу, то есть самоубийству. Адекватное старение, точнее борьба со старением, это самоубийство синесцентных клеток. Эти клетки должны умереть раньше, чем они случатся. Так что старение, как лимит Хейфрика, да, оно есть. Просто речь сейчас чуть-чуть о другом. Еще вопросы? Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Допустим, нам удалось победить старение, мы больше не стареем. В этом случае, как, по-вашему, более вероятно, от чего будут умирать люди? Ну, то есть мы же все равно куда-то умрем. Вот. То есть по каким причинам это случится? Травмы, насилие, и мы вернемся в 18 век. И вполне вероятно будем умирать от поносов. Как бы то ни было смешно. 19-й год, появление новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы, поскольку я заведующий приемного отделения ковида, я сознанием дела говорю. От чего мы умираем? Мы умираем от соплей и кашля. Это ничем не напоминает 18 век. Сопли, кашель и понос. Многие из инфекций до сих пор не побеждены. ВИЧ-инфекция выкосит в скором времени пол-Африки. Пол-Африки – это континент. Сказать, что в Конго до 50% населения имеют внутриутробный ВИЧ, не сказать ничего. Так что в конечном итоге умирать всегда от чего найдется. Но можно не от старения. Еще вопросы? Ну, у меня было пару уточняющих простых вопросов.
Правильно я понял с презентации, что доктор Попов немного эльф? Отчасти да. Правда, применять это таким методом, я не знаю. Я самый быстрый выбирал для фотографии. На фотографии, да? Да. А второй, я хотел спросить, вы говорили про обезьян, которые живут по 20 лет, а на корице до 23. То есть это давно дело, открыли-то их 20 лет уже кормят корицей? Около 1980-е годы это исследование Института клиники Мейо, это Массачусетский университет и это Оксфорд. Многие из вас видели, надеюсь, лекции Роберта Сапольски. Это Вердайер, перевод. Он один из немногих, кто напрямую выезжал в Африку, и тот, кто исследовал бабуинов. И он же начинал некоторые исследования в протекции мозга, он сам нейробиолог, и он в том числе один из первых, кто занимался сенаналитиками. Но вообще, пальма первенства — это все-таки китайские исследования, китайцы прямо в этом плане играют. Еще вопросы? Ну, вроде нет. Спасибо большое. Все, тогда для вас выступал Алексей Яковлев. И, конечно же, в конце шутка, вы к ним привыкнете. Например, вот это. Хотел бы я вырастить молодильные яблочки, а получалась только Антоновка. Ну, теперь мы открыли аплодисменты. Неплохо. И под вторым номером, да, все верно. Встречайте Любовь Тронина, сила рапса и польза продуктов его переработки. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие участники научного слэма. Многим из вас наверняка известна такая сельскохозяйственная культура, как рапс. Но известно ли вам, насколько это универсальная культура? Рапс – это источник растительного масла, которое широко используется в мире, очень ценится и считается одним из лучших растительных масел. Это универсальная кормовая культура. Скармливать можно как зеленую массу рапса, так и силос из нее приготовленный, сами семена рапса и продукты его переработки. Жмых это называется. Это высокопротеиновый корм, без которого коровы, свиньи и другие животные начинают болеть и плохо прибавляют в весе. Рапс – шикарный медонос. Кроме того, в древности он используется, рапсовое масло используется в качестве лампадного, так как дает бездымное пламя. Сейчас он широко применяется в текстильной промышленности, даже в сталелитейной промышленности. Для производства биотоплива является сырьем и для смазочных материалов. Но нам пока интересны только сорта пищевого назначения. Несмотря на то, что рапс, как некоторые люди, что и чтец, и жнец, и надеегрец. В 2021 году в НИИ сельского хозяйства, структурного подразделения нашего ФИЦа, мы провели сортоиспытание ярового рапса, представленное 9 образцами. Схема простая, как в анекдоте. Встретились русский, немец и американец и решили понять, кому на удмуртской земле жить хорошо. К технологии мы отнеслись крайне серьезно. Сотни запахали 40 тонн птичьего помета, внесли 400 килограмм минерального удобрения, выровняли поле, провели посев в оптимальные сроки. Уж ухаживали мы за ним, ухаживали. Провели 2 листовые подкормки, 2 обработки от сорняков, 2 обработки от болезней и 5 инсектицидных обработок. Дело в том, что рап очень вкусный. Его любят все, и у него очень много вредителей. Поедают все. И жуки, и блошки, и гусеницы всех бабочек и молей. Даже просто насекомое мимо пролетает, вообще не голодное, все равно садится и поедает рапс. Но самый страшный вредитель – это капустная моль. В годы депрессии ее легко контролировать, но в годы вспышек она практически непобедима. В прошлом году была вспышка. Моль съела все, точнее гусеницы все съели и окуклились, чтобы дать новое поколение бабочек. Надо понимать, что присутствие 2-5 особей на растении – это уже страшно, пора срочно обрабатывать. Это вот фотографии с нашего поля, и даже на фрагменте растения мы можем насчитать 17 куколок. Моль повреждала растение полностью, гусеницы съедали стручки, обгладывали стебли, хотя в обычные годы поедают только листья.
Почему же химическая защита не сработала? Во-первых, как всегда у агрономов, виновата погода. Погоду в прошлом году заказывала моль. Дело в том, что в сухие жаркие годы она развивается сразу в нескольких возрастах. То есть в поле были сразу и личинки, и гуси, и бабочки, и яйца, и куколки. А пестицид на куколки и яйца не действует. Поэтому через какое-то время после обработок у нас сразу же появлялись новые гусеницы и бабочки, еще и в большем количестве, чем до обработки. Моль не переносит дожди, так дождей не было. Со второй декады мая по третью декаду июля в поле не было ни одного дождя. На метеостанции они, может быть, и были в июне, но в поле ни одного. Первый ливень прошел 20 июля. Я его прекрасно помню, я под него попала. Я радовалась вместе с рапсом. Второй дождливый день был 22 июля. На этом июльские осадки закончились. Но рапсу хватило, это была живительная влага. Он, подобно сказочной птице Феникс, восстающей из пепла, ожил. Посмотрите даже на растения, уже закончивших свою вегетацию, верхняя часть которых легко превращалась в труху, начали отрастать новые зеленые веточки, причем очень быстро. Узрите, в августе он снова цвел, причем ярче и обильнее, чем в июне. Растения подросли на 20-40 сантиметров, даже сорняки скрыло. Вот и сформировался новый урожай, а моль дождями смыло. В таких суровых условиях вегетационного периода наш отечественный сорт подмосковный не ударил в грязь лицом. Но поговорка, что русскому хорошо, в этот раз не сработала. Результаты сортоиспытания больше напоминают рейтинг стран по употреблению пива. Полученный урожай мы поставили на завод по производству масла, группу компаний «Компак». Здесь мы можем частично технологический процесс увидеть. Так вот хранится на складах рапс. Ну, немножко рекламы послушаем, иначе бы мне масло не дали. Компании сортировочно-сушильного комплекса позволяет принимать масло как сортируется и осуществлять сушку и сортировку. Эта программа показала свою эффективность. Спрос на ее машина называется «Петкус Гигант». показательно то, что в этом году у нас машинка была поменьше, мы 6 тонн поставили только. в связи с выросшей потребностью. Это у них весовая, это у них весовщица. В активе производства компании есть несколько экспортных продуктов. Рапсовое масло, объем производства которого сегодня составляет более 2 месяц, и семена многолетних трав. Спрос на эти позиции в этом году очень высокий за ее пределами. В Компаке. Секунду. О, дегустация? Да. В Компаке вот из таких масло семян наших произвели вот такой жмых и вот такое масло. Вот у нас здесь есть в кувшинчике. После моего выступления вы можете подойти, все понюхать, попробовать, забрать домой. Но бутылку вот этого масла, первого холодного отжима, нерафинированное, полезное, я подарю тому, кто лучше всех меня поддержит. Благодарю за внимание. Для вас выступила Любовь Тронина. Ну и вновь, есть ли какие-то вопросы из зала? Так. А я снова первая. Я с удивлением узнала, что рапс, для того, чтобы его использовать и перерабатывать, нужно его до семян дорастить, потому что я думала, что его в виде цветов, как фон для фото используют. А скажите, вот вы показывали, у вас в июне цветочки, в августе цветочки, а июньские-то сдохли? То есть вы не 2 раза урожай сняли? Нет. Июньские съела моль, а то, что сформировалось, они растрескались. Доля старых семян, вот первичных урожая была, примерно 10%, не превышала. То есть за счет климата хватило и нам поесть, и моли поесть? Да. Даже в хозяйстве
Шерканского района, они также затратились на химобработку, также моль все равно у них все съела. Они его скосили на зеленую массу, когда он еще был зеленый, и при этом он снова отрос, и также они получили урожай. А вот в уромском хозяйстве они сразу же расстроились, когда моль все съела, и задисковали. И потом... Перекопали. Да, и потом как бы расстраивались, что они не подождали второй волны. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно ли из рапса делать халву? Что? Халву. Халву? Да. Он вкусный вообще? Попробуйте. Вы не пробовали? Вы сами не пробовали? Я пробовала. Я, если честно, попробовала вот сейчас. Мне понравилось. Это же их надо пробовать, да? Нет, надо пробовать масло. Я взяла еще огурчики закусить. О, Ну, для заправки салатов очень вкусно. Скоро пост, очень актуально. Еще вопросы у наших зрителей? Да, конечно. Вот в нашей стране используют ли рапсовое масло как горючее? В нашей стране не знаю, в США точно. Там даже есть маркировка, и в Европе его используют. Его бодяжат с соляркой, и в чистом виде 100% тоже. А там обозначается буковкой B, есть B100, это 100% значит, B2, это 2% значит. У нас такого я не слышала. Конечно, я слышала, сколько раз что при обработай. значит, заправке трактора, допустим, вот рапсовым маслом, выхлопные газы пахнут пирожками. Можно заправлять трактор рапсовым маслом, и чтобы трактор убирал рапс. Это будет какая-то такая замкнутый круг, да. Да, вот у нас еще один вопрос. Да, может быть, надо было поливать, но... Нет. Тут больше сроки ухода и селекция зимового рапса справится с этой молью. Бутылку масла этому господину. Да. Так, если у нас еще вопросы из зала? Кажется, нет. Это была Любовь Тронина. Большое спасибо. Спасибо вам. Благодаря этому выступлению теперь мы точно знаем, что рапс подходит для переработок намного больше, чем я в субботу. Вот, отлично, немного понимаю, немного уже раскачиваю вас. И встречайте, третий участник, Михаил Загуменов. Тема «35 лет Дню сурка в Удмуртии». Ваши аплодисменты. Рассказ? Ага. Так, ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Михаил, мне 30 с небольшим, я терриолог. Это значит, что я люблю изучать зверей. И вот как раз расскажу вам о сурках. Ну, сначала несколько... Так, как переключать? Правая или левая кнопка? Правая, левая, я путаю немножко. Ага. Ну, все, спасибо. Несколько терминов, которые могут прозвучать в докладе и быть не совсем понятными. Просто для нас эти слова семья, колонии, поселения могут рядом встретиться только в какой-то блатной песне. Для сурков же это такие термины, точнее для сурковедов, термины, которые характеризуют, как сурки заселяют пространство. Надеюсь, все успели их понять? Что ж, сурки достаточно большой род зверей, их 15 видов, они населяют и Северную Америку, и Евразию, поэтому сурок это род, а какой конкретно сурок, это может быть совсем разные вещи. Так, например, в Европе западным европейцам лучше всех знаком европейский сурок, ну, собственно, он и по латыни сурок, мурмультир по-немецки, мармот по-английски, те самые, которые сдаивают в Альпах у швейцарских крестьян молоко у коров и делают из них шоколадные продукты. Известный самый метеоролог это лесной сурок, мармота монакс, ну, самый известный это Фил, он как ваш хомячок живет очень долго, его чем-то подкармливают, и поэтому конкретно по паксатонскому Филу уже за 200 лет перевалило. У нас же сурки другие, но о них я расскажу дальше.
Как вообще живут сурки? Сурки это не одиночки, это животные, которые действительно живут семьями. Ну, семья это не мама, папа и дети, это мама, папа, дети прошлого года, какой-то пришел, мы его не знаем, но пусть живет. Это те, которые вместе спят. При этом семья это не на всю жизнь. Семья для сурков это скорее на сезон размножения. Самец он держит территорию, охраняет, там, метит, самка каждую осень выбирает, с кем она ляжет спать. Спячку зимнюю имеется впадет, потому что бывают случаи, когда самка уже проснулась и хочет размножаться, а самец еще спит. Ну, чтобы такого не было, самки меняются, выгоняют там друг друга, выбирают себе самцов. Это на фото детеныши, которые показывают как раз символ Российской комиссии по суркам. Сурки живут в норах, ну это сурочьи норы, а значит благоустроенные норы, длина ходов до 50 метров, вниз они уходят до 2 метров. В норе есть камера, забитая травкой, где они спят, зимуют, где они ночуют, есть туалеты, они же по совместительству могут быть и кладбищами. На зиму норки забиваются землей, чтобы лишний гость не проник, тот же хорек там или кто. Я пытался делать специальную машинку, чтобы в нору к ним попасть, но оказалось, что сурки хитрее, чем я. Норы устроены таким образом, ну это понятно, адаптация не к исследованию, а адаптация против хищника. Норы сделаны с изломом, и мне удалось вот буквально метров на 6, может быть, залезть к ним в нору, но это было только самое-самое начало. Ну там темно и страшно, да, для исследователя, а для сурка это родной дом. Семьи держат свой участок, метят его, защищают от врагов, от конкурентов, то есть от других сурков. Ну, здесь кадр с высоты птичьего полета может быть очень понятен, вот такая схемка. То есть отдельные вот, норы, около норы как раз вот эти самые бутаны или сурчины, то есть выбросы земляные. И видите, все благоустроено, тропинки между норками, самые кормные участки и самые главные норы сразу хорошо видны. Вот это примерно жизненный цикл сурков, то есть, видите, большую часть года они спят, замечательно просто себя чувствуют. Но чтобы полгода спать, даже больше, надо хорошо кушать. Поэтому, когда сурок весной просыпается, он сразу начинает есть. Вот, он уже в норе, так сказать, размножился, если он размножающийся в этот год. И все, что он должен делать, защищаться от врагов, набирать жир. Поэтому в середине лета уже вот такие замечательные звери становятся, которые мало двигаются и в августе начинают залегать в спячку. К нам в Удмуртию попал байбак или степной сурок. Вообще-то его здесь не было. До 1986 года ареал много южнее нашего Вятско-Камского междуречья. Ну как найти Вятско-Камское междуречье? Это на карте такое сердечко Камы и Вятки, то есть где Удмуртия, тут. Вот. И примерно вот, в область правого желудочка их заселили, этого сердечка. Завозили к нам, еще завозили в Агрызский район Татарстана. В принципе, какие-то из выпусков были более удачные, какие-то менее. В итоге они заселились, стали увеличивать постепенно свою численность, но, к сожалению, очень медленно. Все-таки условия оказались не очень удачными для них, субоптимальными. Но это не план операции «Уран», это схема примерно возможного, что ли, расселения сурков по Сарапульскому району. Ну и в итоге, в целом, по Удмуртии вот так вот и выглядит и Агрызскому району Татарстана места, где сурки обитают. Здесь 4 главных поселения, самых крупных, где около 15 семей живет, а остальных поменьше, там 5, 7 может быть, или даже всего одна изолированная семья. Где любят жить сурки? Сурки любят жить на теплых склонах, чтобы было тепло, чтобы снег рано сходил, чтобы склон был пологий, слишком большой крутизни они лазать не любят, это лишняя энергия, затраты лишней энергии, это, конечно, вредно для жира. Ну и, наконец, любят больше тоже внизу склонов селиться, там, опять же, более пологие места.
Вот примерно типичные места обитания сурков в Каракулинском районе. Видите, безлесный склон, низ склона и пологие холмы. Как они ужились с местными видами? Ну, во-первых, конечно, у них есть хищники, лисы, как в басне Крылова, в принципе, могут нападать на семьи сурков, таскают детенышей, хотя коллеги наблюдали, как даже рядом заселилась лиса, видимо, сурки были знакомы, и даже там лисята играли вместе с сурчатами. Мелкие мыши обрадовались, что сурков заселили, стали селиться тоже в их норах под серьезной защитой крупного сильного сурка, им безопасно. Ну, не бойтесь, как бы мышиная лихорадка сурку не страшна, он вообще довольно здоровый вид. Ну, конечно, слышали, наверное, сурки болеют чумой, но наши сурки в этом плане чистые, очага здесь нет, и в Европе очага вообще очень давно уже чумного нет. Ну, вообще-то, я читал весьма интересную статью на тему, что вообще-то чума появилась в связи с сурками и сусликами, которые перед сном не моют лапки. Но, к сожалению, для полного доклада временные рамки слишком узкие. Как сурки взаимодействуют с человеком у нас? Ну, вообще-то их выселяли с конкретной целью. Это промысловый вид, сурок не только такой средней ценности мех, но и 1,5, а то и 2 килограмма очень ценного, полезного жира. Он примерно как барсучий и медвежий используется, но все случайники считают, что он гораздо лучше, потому что медведь, там, барсук могут оскоромниться чем-то мясным, а сурок нет. Сурок ест только самые тонкие вкусные кончики свежих трав. Поэтому жир набирает самой высокой полезности. Но так как численность животных невелика, их в целом по региону, вот нашему Повятско-Камскому междуречью, ну 700 штук может быть будет, может быть чуть-чуть больше, то их не промышляют, кроме браконьеров, конечно. Поэтому, ну как-то так сожительствуют они пока. Я, например, считаю их вообще украшением нашей природы. Неоднократно уже приезжали туристы, чтобы просто посмотреть на сурков, полюбоваться, так что все желающие могут это сделать. Совершенно замечательные звери. Дневные, что самое главное, поэтому доступны для наблюдения. Ну что ж, друзья, у меня все. Благодарю вас за внимание. Для нас выступил Михаил Загуменов. Вопросы из зала, может быть, Михаил? Так. Михаил, пожалуйста, в микрофон. Спасибо. Михаил, вот скажите, я несколько лет назад по работе оказалась в Рапорском районе, и меня обтявкали какие-то вот такие мелкие существа, я еще думаю, кто такие, но потом я опознала в них сурков, и я еще думала, как они переплыли Камы, ну вот как, они же там живут где-нибудь в Башкирии, там еще южнее, а вы говорите, что 30 лет назад, ну если это в 80-е годы, мы специально сюда завели чумных вот этих вот сурков для того, чтобы когда-то на них охотиться ради 1,5 килограммов жира, но еще до сих пор нельзя охотиться. Может, мы их обратно отправим? Нет, я же сказал, что они не чумные. Они чистые, наши здоровые. У нас, знаете, сегодня ты чумной, завтра не чумной, вот всяко бывает. Бывает всякое, да, но наши сурки здоровые, наши сурки мало контактируют с человеком, раз на них не открыта охота. А вот так вот, или вот когда в ногу ситуация, там вообще типа, вот, это раздраженный крик сурка, который спрятался в нору, и он не хотел уходить в нору. Там, вот, там был один очень большой такой, знаете, это вот, наверное, был охранник. У него была черная голова. Я таких не помню подробностей. Потому что самец мажет свои щеки мочой, и у него черная голова. Вот я примерно с этой же целью. Измазать его. Я очень испугалась и не посмотрела. Ну вот их завезли специально с родины Ильича, с Ульяновской области, вот чтобы потенциально охотиться. Ну, эксперимент скорее был такой гордый, но не совсем удачный. Это из разряда выращивания кукурузы везде? Что-то да, тогда в советские годы вообще любили экспериментировать с фауной, так мы получили и американку, норку, имеется в виду американскую янтовидную собаку, и амдатру, косулю пытались получить, не получилось, так что это известный факт. Скажите, пожалуйста, а как на них охотятся? Неужели в них стреляют? Да, основной метод охоты — это отстрел ружейный,
где на них охотятся. Также их ловят капканами. У монголов есть очень интересный способ охоты с махалкой. Там монголы на своих сибирских сурков, тарбаганов там вообще очень активно охотятся. Вот даже, хотя среди них это считается с одной стороны деликатесным блюдом, с другой стороны, согласно сокровенному сказанию монголов, видимо, таким что-то раньше было блюдом для бедняков. То есть семья Чингисхана, когда он был еще не Чингисханом, ела тарбаганов вот, одних. Там охотник машет ячьим хвостом, сурок думает, что это такое, но охотник еще шапка с ушками, и в итоге сурка он подпускает, охотника он подпускает буквально на выстрел из лука. Ну, сейчас уже из ружья дальше. Да? Что? И потом из лука уже он... Ну да, это вот раньше из лука так охотились, А сейчас еще уже ближе с ружьем. можно подойти? У нас на сурков не охотятся, поэтому они относительно доверчивые. У нас они подпускают примерно, ну вот как я от вас стою, это вполне нормально. К щенкам, то есть детенышам малолетним, только вышедшим из норы, можно вот как от меня до ведущего подойти. Иногда если аккуратно красться и, как говорится, не думать о белой обезьяне. То есть не думай о нем, не смотри на него, вот как бы ты идешь, вот, тогда он подпустит поближе. А если на сурков охотятся, я вот в Бурятии это видел, только мы приехали, только из автобуса вышли, сейчас нам сурков будут показывать, нет, не показывают. Это раз, сурки уже все в норах за 200 метров спрятались. А вы вот еще показывали карту, где у вас там на территории республики места обитания сурков, я извиняюсь, таких подробностей в количестве семей вы каждое лето объезжаете и считаете? Да, в принципе, последние годы я крупные поселения только изучал более подробно, а так вот, когда в аспирантуре еще был, там в течение 2-3 лет подряд, я с коллегами-охотоведами из районов каждую семейку обследовали. Какими видами? Что? Какими видами? Охотоведами, то есть специалистами Минприроды. Так, тут Степан вот хотел мне раньше вас, ну... Нет. Нет? Ладно. Я с тобой руку поднял вместе, но я не против. Если власти считают следы, как считают численность сурков? По какашкам. Ага. Во-первых, можно абсолютно учесть численность, если в течение 2-3 дней посидеть на точке, выбрать удобное место, ну, обычно я там прятался под маск-сеткой и в бинокль наблюдал на них. Когда они привыкнут, можно уже и без маск-сетки сидеть. И, соответственно, определяли численность. Иначе, вот как раз осенью уходишь с GPS-кой, GPS-навигатором, и вот нашел в норке вот эти катышки, значит, это семейная нора, значит, они там спят. Примерно, согласно учетам абсолютным, вычитываешь, сколько у тебя в этом году в среднем в семье сурков, ну, в среднем получается их 4,5, 5 сурков там, ну, то есть от 2, там, даже одного, может быть, лежит, до 16-18 может так-то быть. Но обычно около 5, и, соответственно, вот по этим зимовочным норам знаешь число семей и экстраполируешь на примерное число сурков. А наши сурки мигрируют? Да, не мигрируют, ну, то есть миграция это направленное расселение целой части популяции, а они расселяются, то есть они распространяются, и вот из мест выпуска они ползут, как раз я это стрелочки рисовал, вдоль Камы в первую очередь, но с севера их остановит, скорее всего, отсутствие оврагов, и там так-то они уже к Сарапулу там подошли. С юга тоже Иш, хотя знакомые там видели, как сурок Иш переплывал, ну, в Багрском районе, но пока в Алнашском районе их еще не появилось, хотя я жду, тогда к ним приедет добрый доктор Михаил и изучит вопрос. Вот. Да, Степан. Я пока тебе дал, у меня 2 появилось на коротких. Вы говорили про комиссию по суркам. Она их как-то аттестирует или что, аттестацию проводит? Нет, это таких как я, есть несколько человек в России, 15 человек висят, вот наше сборище, да. Понял, спасибо. И второй, вы говорили, что жир у сурков еще круче, чем у барсуков, но мы все видели объявление с барсучей струей. Почему нет? Попробуй струей. Ладно, вопрос не Нет, я могу ответить. Почему нет струи сурков? Потому что сурки метят территорию не вот этими вот околоанальными железами, как бобры, бобровой струей, кастореумом, а метят окологлазничными железами или фекалиями. Чаще всего сурок так вот покопался, туда сделал свое дело, вот эта метка.
То есть они плачут иногда? Не плачут там, ну вот что-то вроде, ну да, можно и так образно очень. И они трутся скорее щекой, которая, опять же, мочой помазана, о землю или о веточку, и, соответственно, другой сырок понюхал, значит, здесь был другой сырок. Если он не хочет нарушать территорию, не хочет как бы драки, то он просто обойдет. Спасибо. Еще вопросы из зала, может быть? Да? Один только вопрос всегда интересовал, почему сурки? Ну, почему вы... Почему? Потому что вот мой научный руководитель, когда я был на 3-м курсе, будущий еще научный руководитель, сказал, что есть интересные темы по грызунам, сурки или суслики. Тогда я не очень отличал сурков или сусликов, и просто сказал сурки. Вот, сейчас я несколько даже как бы презираю людей, которые не отличают сурка и суслика. Они отличают? Ну это профдеформация, простите. Да, сурок он размером с сиамскую кошку, окрасом примерно такой же, ну или с мопсика, то есть до 10 килограммов, когда он жирный, а так летом, ну примерно килограмма 3-4. Суслик это чуть-чуть больше белки, вот, то есть сурок если вот так вот, то суслик это вот так вот. А еще я вот пыталась у Вадима Викторовича пасхалки найти, не нашла, это оказались опечатки, но, по-моему, тут я нашла. Вот там, где был список терминов, что за последние 2 термина, которые другие? Ну это пасхалка на Сипульке. На кого? На Йона Тихого и Станислава Лема. Понятно. Да, то есть определение. На самом деле сурчина это земляной выброс из норы, но сибирские терриологи предложили термин бутан, амоним к химическому соединению, ну как-то тоже прижилось. Так, вопросы в зале еще есть? Кажется, нет. Что ж, это был Михаил Загуленов. Большое спасибо. Традиционная шутка от меня. День сурка в Удмуртии отмечают уже 35 лет. Главное отмечать его не как один и тот же день. Так, нормально. Идем стабильно. И сейчас участник под номером 4 Ирина Кайсина с темой «Что такое беспилотник и при чем здесь наука?». Встречайте! Всем добрый вечер. Перед тем, как начать свой доклад, хотела бы сказать несколько слов о себе, как я докатилась до такой жизни, что сделала лабораторию по беспилотным технологиям и все свое свободное время ленту в Инстаграме, в принципе, посвящаю науке и беспилотникам. На 2-м курсе бакалавриата объявили, конкурс, для меня тогда это было, научную конференцию. Я подумала, это же прикольно, что-то изучать, что-то о чем-то говорить. И тогда заведующий кафедрой сказал, давай про теорию телетрафика. Тогда мне показалось это страшным, но я подумала, это же так гениально, с помощью мат-модели можно описать DDoS-атаки. Это меня просто поразило, и вот так понеслось, завертелось, как в тумане. Сначала бакалавриат, магистратура, аспирантура, конференция и защита диссертации. Но это все было по теме беспилотников. На 4-м курсе меня пригласили в коллектив, который как раз-таки занимался проблемами передачи данных в сетях беспилотных летательных аппаратов. И сейчас перейдем немного к такой патриотической части. Вместе с тем, как росла я и мой интерес к беспилотникам, у нас в Удмуртии, оказывается, развивались и сами беспилотники и производство. Где-то на 2-м курсе магистратуры я узнала, что, оказывается, 3% мирового рынка – это как раз-таки у нас в Удмуртской республике. И у нас есть 3 больших игрока, они представлены на слайде, и с одними из них группа компаний «Беспилотные системы». Сейчас мы хорошо общаемся и как раз-таки делаем науку. Зала Аэрогрупп также и Ижевские беспилотные системы. После того, как, наверное, все пропитались патриотизмом, перейдем непосредственно к беспилотникам. Тема на слуху, все про это говорят, БПЛА, БВС, беспилотники. И очень часто вопрос, чем отличается? Почему кто-то говорит БПЛА, кто-то БВС, кто-то беспилотник? Что я выяснила для себя, общаясь с разными людьми? БВС почему-то очень любят люди в погонах, которые так или иначе связаны с военной тематикой. Вот у них в литературе чаще аббревиатура БВС. БПЛА — это наши такие ринцевские статьи, американские, но это Unmanned Aerial Vehicles. Беспилотник — это наш обычный сленг. Делить беспилотники можно по разным признакам. Здесь 2 картинки, и так вот лазер работает.
Ну, давайте чуть-чуть разберемся, чтобы все вышли более-менее специалистами в области беспилотных летательных аппаратов. Можно поделить их по типам. Но вот такой тип, он похож на самолетик. Это и есть самолетного типа. Или летающее крыло. В чем особенность? Он летает далеко, летает высоко и относительно быстро. Но как самолету нужна взлетная площадка, так и беспилотнику необходима помощь. И тут операторы беспилотных летательных аппаратов с катапульта его запускают. А следующий тип, это, наверное, самый популярный сейчас на рынке, на таком гражданском, которым мы пользуемся. Это мультироторные беспилотники, их огромное количество, вы можете, ну, чаще всего их наблюдать. И в чем их особенность? Они уже летают не так высоко, как у нас самолетного типа, и все, что здесь представлено, летающего, но при этом они могут зависать над какой-то определенной точкой. И тем самым мы можем повысить точность съемки. Третий тип, к сожалению, я здесь не представила, но вы можете загуглить или посмотреть, это конвертопланы или ВТОЛы. В чем их отличие и преимущество? Они взлетают как мультироторы, то есть вот таким образом, а потом летят как самолеты. Но здесь у нас проблема возникает с аэродинамикой, она хромает. Помимо этого, чтобы тоже вы знали, беспилотники могут делить по типам двигателей. Электрические, гибридные, бензиновые, и также много кто говорит, это тема научных исследований, все говорят, но пока коммерциализация не дошла, это водородная. Ну, в принципе, вот столько делений, столько всего, а что дальше? Беспилотник, по факту, можно сравнить сейчас, ну, с трамваем. Вот он едет и едет, ну, как бы окей. А где новое, что дальше? И здесь как раз-таки нам всегда в развитии техники, технологий хотелось быстрее, выше, сильнее. В телекоммуникациях нам нужны скорости как можно быстрее. Почему разрабатывают 5G, 6G? Потому что и шлемы виртуальные, виртуальной реальности у нас приходят, и развитие технологий подталкивает другие отрасли. И что же говорить про беспилотники, что здесь основной двигатель? Это вот, видите, здесь такая, ну, камера нарисована. Камеры, система лазерного сканирования, георадары, это все называется полезной нагрузкой. И как раз-таки вот в этой полезной нагрузке и в том, как стать быстрее, выше, сильнее, и есть наука. То есть здесь у нас и конструкторское дело, как нам сделать конструкцию лучше. Также у нас здесь и химия, из каких материалов мы будем делать, и различные другие сферы, про которые я, ну, постараюсь немного поверхностно рассказать. Ну, наверное, вы догадываетесь, что одними из первых направлений развития беспилотных летательных аппаратов были какие сферы? Военные. Да, военные, но цель всего этого карта, то есть мониторинг, слежение за чем-то. И вот они начали свое, так скажем, наступление в наши ряды как раз-таки задач мониторинга. Потом мы узнали, что, оказывается, можно и кадастры учитывать с помощью этого. В параллели у нас развивается наши фотообъективы, у нас развивается матрица. И вот это все волшебным образом накладывается. Еще у нас развивается система точного позиционирования, ГНСС. И таким образом мы уже можем наказывать наших соседей, которые на наш участок залезли. Помимо этого, тут такая картинка интересная. Где-то в 2015, наверное, году начинают у нас активно расти стартапы, которые касаются беспилотных автомобилей. Ну, беспилотники тогда уже тоже активно разрабатываются, но автомобили все-таки пока в таком большем тренде. И на них есть система лазерного сканирования, лидары. То есть, чтобы машинка сама ехала, все сканировала. Тогда лидары были большие. Но мы хотим все лучше, а лучше это меньше, но быстрее. И у нас система лазерного сканирования постепенно уменьшается, уменьшается, уменьшается. И вот мы уже можем поставить на беспилотник свой собственный лидар. И здесь как раз-таки пример уже построенного облака точек, где мы можем видеть поверхности. И что у нас рождается здесь? У нас здесь рождается стык, грубо говоря, технических наук и, допустим, сельскохозяйственных. Как раз-таки сейчас с Удом Фиц мы по этому поводу работаем. Системы лазерного сканирования нам позволяют поверхность с погрешностью где-то 5 сантиметров определять. То есть это очень большая точность. И помимо этого, если мы уже говорим не про лазерное сканирование, а, допустим, георадары, мы можем и состав почвы как-либо измерять. И вот у нас, господа, тема кандидатских и докторских диссертаций буквально в руках. Ну и сейчас я, наверное,
перейду к своей теме. Это у меня диссертация, я не могла просто про нее не рассказать. Все мы с вами коммуницируем. И в эпоху ковида, конечно, мы пользуемся иногда и скайпом. И что нас бесит? Нас бесит, когда мы звоним в скайпе, и там есть какие-то зеленые квадратики серые. Это артефакты. И, в принципе, вот вы представьте, вы все равно с кем-то пообщаетесь. А беспилотник, он такой один, летит над полем. Он разговаривает только со своей наземной станцией управления. И он хочет, чтобы она получала хорошие данные от него. И что же делать? Нам необходимо разрабатывать различные алгоритмы для улучшения видеопотока. Ну, как раз таки этим я занималась. Здесь система моделирования, чуть-чуть схема. Но, надеюсь, вы поняли. То есть добились того, что улучшили видеопоток, какие у нас дальше есть перспективные, так скажем, темы. Сейчас на пике популярности у нас искусственный интеллект, и над чем я страдаю, когда студенты приходят, у них, допустим, Сбербанк объявил конкурс на стартапы. Они такие думают, ага, что сейчас в тренде? Искусственный интеллект и беспилотник. Мы это скрещиваем, все, у нас бизнес, мы становимся миллионерами. Но не все здесь так просто. Здесь пример уже отработанной нейронной сети, которая способна распознавать. Вы видели легковые автомобили, грузовые. Какая здесь проблема? Проблема в том, что когда мы говорим про искусственный интеллект, это большие данные. То есть нам перед тем, как сетку обучить, нам необходимо ей что-то скормить. И вот как раз-таки летом со студентами делали эксперимент, когда пытались обучить беспилотник, чтобы он распознавал, человек это или не человек. Набрали датасеты данных, студенты их разметили, нейронку обучили. Но в итоге нейронка решила, что велосипед – это 85% человек, а человек, который курит, это 70% человек. Но, может быть, в этом есть доля правды. Но я буду завершаться. Вызовы сферы, чтобы вы тоже знали, были в тренде. Наверное, тут читается посыл Почты России. Это логистические решения, все про это спорят. И, в принципе, это реально, но сейчас нет нормативной базы, которая бы это как-либо регламентировала. И следующее – это и привязные системы, и системы стационарного питания, так скажем, домика для дронов. То есть, чтобы дрон у нас где-то около объектов «Газпромнефти» не человек его запускал, он улетал бы из своего домика и качественно передавал свои видеоданные куда-то далеко. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Буквально идеально, секунда в секунду. Для вас выступила Ирина Кайсина. Какие-либо вопросы из зала? Да, конечно. Вот к последнему слайду. Есть ли у дронов возможности дозаправки в воздухе? Если это только гибридное рассматривать, потому что у нас двигатель в основном электрический, но такого я не слышу, что дозаправка обычно все рассчитано. А нельзя передать им как-то эту энергию, я не физик. Ну, это тема, как говорят при защите диссертации, дальнейших исследований. А скажите, у вас в лаборатории дроны какого типа? Как самолетики или как вертолетики? Мультикоптеры. Вообще основная цель это студентов с этой деятельностью познакомить. Там самые простые клевер, коекс, можете загуглить. В принципе, около 50 тысяч стоит один комплект. Это знакомство, то есть что такое рама, из чего состоит, как моторчики работают. А все самое интересное это уже на предприятиях, где есть самолетный тип, где есть опасность, риски. Можно вопрос? В прошлом году мы проводили гербицидную обработку борщевика с помощью беспилотника. Там емкость 50 литров, мы распыляли гербицид с него. Мы обрабатывали придорожные территории, промзону, овраги. Но там, где овраг, в промзоне дрон пролетал. То есть мы с оператором ходили, обрабатываемый участок по периметру, он включал автопилот, и дрон летал. То есть он долетает до препятствия, разворачивается, летит обратно. Ну, как робот-пылесос работает так же. И на придорожной территории была высоковольтная башня. Все шло хорошо. Дрон подлетает к высоковольтной башне, он летит в нее и не тормозит. Операторы пытаются его выключить, чтобы он, перевести в ручной режим. Он не слушается и врезается, падает на 2 винта, 4 лопасти, и мы сломали дрон. Ну почему так вышло? Ну, это электромагнитные поля и помехи, то есть все-таки у вышки мощность больше, это как, в принципе, база работы перехвата сигналов дронов, ну,
тоже про что все говорят, то есть просто мощность мы выкручиваем на какой-то станции, сигнал перехватываем и, в принципе, управление у нас. Ну, это такая радиотехника. Ну, продавец сказал: ой, извините, мы забыли вас предупредить, а когда заканчивается заряд батареи, дрон глючит. Сказали, что поэтому извинились и исправили за свой счет поломку. А вот вы сказали, что вы с ФИЦем работаете, когда будете продолжать свои работы, вы не могли бы еще немножечко поработать с археологами ФИЦа? Конечно. Потому что мы на раскопках как раз вот в этом году снимали план местности электронным тахеометром. Он тоже, естественно, рисует облако точек, которые мы привязываем к высотным отметкам, но нам важен именно макрорельеф. Не просто, что вот здесь была горка, около горки там росли деревья, нам нужно на этой горке, допустим, какие-то остатки вот древних жилищ, там и древних погребений, они иногда видны бывают. Вот это облако точек, которое вы получаете, какова там может быть детализация? Вот я думаю, здесь, наверное, георадар больше подойдет. С георадарами пока я нашла только две такие более-менее приличные статьи. Но это вот как раз-таки, грубо говоря, в таких песках и в снегу может быть работать. Но я думаю, мы познакомимся, свяжемся и начнем научную деятельность совместно. Можете студентов привозить, показывать им, как все устроено, а мы будем рядом тоже смотреть. Хорошо. Можно вопрос? А какие-то метеоусловия, вообще риски, что сильный ветер там? Да, это вообще отдельный свод правил, и сейчас такая погода, самая частая, почему полеты отменяются, это обледенение. То есть это такая огромная проблема, когда температура где-то от плюс 5 до минус 20, и высокая влажность, высокий риск обледенения. Когда это обледенение наступает, то есть либо должен быть грамотный оператор беспилотника и понять, что все, пора садиться, либо если человек рисковый, готов взять на себя ответственность, то он летит. То есть погодные условия – это самое важное. Еще? Да. А вот вы на первом слайде показывали, 3% делается в Муртии беспилотник. Когда рассказывали про свою кандидатскую, вы так рассказывали, что вот они летают, эти 3% грустных беспилотников, и вы хотели бы, чтобы им было повеселее. Ну и, в общем-то, мой вопрос, как удалось, стали они веселее, и самые ли у нас веселые беспилотники? Ну, определенно у некоторых видеопоток стал передаваться лучше. Некоторые стали повеселее летать. Но там уже и другие технологии, и кодеры подоспели, поэтому тут постоянно не стоит техника и технологии на месте. Но все удалось. Акт внедрения есть. Так, есть ли у нас из зала еще вопросы? Да? Вы рассказали интересный случай, что нейросеть неправильно, то есть определила людей на несколько процентов, и того, кто будет, почему-то меньше процентов человечности давали. Правильно? Да, правильно. Потом мы вывели, почему. Вот я хотела спросить как раз, почему так. Со специалистами в сфере искусственного интеллекта говорили, вообще сейчас все эти люди, кто занимается разметкой, у них споры, как вообще выделять людей. Если вот мы с вами стоим, либо вас в прямоугольничек обвести, либо вот все-таки по контуру обводить. И от этого зависит точность обучения нейронной сети. И вот как раз-таки, когда человек с сигаретой оказался не человеком, а велосипед оказался человеком, это по контуру. То есть все-таки вот такие нюансы. Но это отдельная такая тема, что чем больше обработанных данных как можно хорошо сделано, тем выше точность в конце. Так, кажется, у нас закончились вопросы из зала. Это была Ирина Кайсина, ваши аплодисменты. Это было интересно. Я вот раньше думал, что беспилотник это я, когда не выспался, но приехал в первой паре. Отлично. Зал понемногу уже почти проснулся. И встречайте на этой сцене участник номер 5, Игорь Аверкиев. Тема «Верхом на электроне» или «Путешествие в нано-мир». Здравствуйте, добрый день всем. Сегодня я расскажу вам, как я вижу окружающий мир.
На самом деле, когда я читаю статьи, это там везде спектры, графики, таблицы, одни графики, где каждый какой-то перегиб, это своя наука, в общем. И, как я вижу, здесь школьники, и, наверное, товарищи школьники на уроках биологии смотрят в оптический микроскоп, и когда вы получаете изображение на оптическом микроскопе, то вы уже как бы вообще крутые ученые, и вы молодцы. Но, к сожалению, оптический микроскоп у нас позволяет рассматривать объекты размером примерно до 400 нанометров. Ну, длина волны у нас видимого света это 700-400 нанометров, а чтобы перешагнуть за эту грань, нам нужно что-то другое, либо рентгеновское излучение, либо как раз электронный пучок. Ну, на слайде вот наш электронный микроскоп, он в принципе работает по принципу, как и оптический микроскоп. То есть у нас падает электронный пучок, от образца отражается, и мы детектируем. То же самое, например, свет падает на образец, и мы детектируем его глазами, как бы. Ну, скучно рассказывать о том, как устроен этот электронный микроскоп. То, что еще скажу, что современный электронный микроскоп это швейцарский нож ученого. То есть если у вас такой современный электронный микроскоп, то можно выбросить 70% устаревшего оборудования. Электронный микроскоп сейчас позволяет измерять и химический состав, и фазовый состав, и может проводить картирование, и все что угодно. Вот как раз на этом видео продемонстрировал как бы возможности. Вот у нас 2-рублевая монета. Можно обратить внимание на год. Это 2019 год. Ну, монета 2019 года. И мы сейчас будем приближаться к ребру. Приближаться. И там увидим человечка. Тебя? Нет. Ну, на самом деле, вот эта вот дырочка, да, она всего вот размером 1 микрон. И мы можем определить, что вот монета состоит из никеля и железа, а вот здесь вот загрязнение, это органическое загрязнение. Вот это все можно определить на микроскопе. Это буквально 3-5 минут. Так, и я тут не зря делал такую картинку, что я думаю, что вот 20 век был это век химии и физики, а 21 век это век биологии и медицины. Я тут много примеров привел как раз биологических образцов. К нам приходили и сами для интереса снимали, потому что к нам много приходят там физиков, материаловедов, химиков, там снимают какие-то кристаллы, фу, как неинтересно. А тут биолог пришел, мы там смотрим, о, да, вот это как бы неизведанный нам лес. Ну, давайте продолжим. Вот муха. Вот здесь муха, вот тоже муха. Вот голова мухи, вот, ну, в общем, туловище, как не знаю сказать. Ну и начнем как бы с глаз. Мы получаем изображение. Тут можно видеть увеличение масштаба, вот это вот 200 микрометров. И давайте как бы погрузимся еще глубже. Мы получаем 30 микрон. Еще. Мы видим, что на глазах мухи у нас кристаллизовалась соль. Потому что муха уже не первой свежести была. Надо было найти летающую, но была зима. Я думала, это снежинки. Да. И вот дальше, вот 1 микрометр. Я сначала думал, что это вот
за такие пупырышки тоже, оказалось, что это, интернет подсказал, что это наноглаза какие-то ролевичные. Да, форсетки, да, вот сказали, да. А вот здесь я вот прожег электронным пучком, вот они тут загорелись немножко. Вот это вот брюхо мухи, тоже вот, кстати, сама муха это волосатый комок, короче, с глазами, который летает, оказывается, и вот дырочки, через которые он дышит, муха. Так, дальше крыло. Оно тоже волосатое? Да, вот это вот увеличение 1 миллиметр, а это уже 100 микрон. Оказывается, тоже оно волосатое. Я очень тоже сам удивился. Так, я еще поймал было моль, но она тоже была не первой свежести. Я приклеил его на скотч, но она отвалилась и оставила после себя вот какой-то след и лапку еще, да. Ну вот, чешуйки на крыльях моли, это как у бабочки. Вот здесь видны перья. И вот можно тоже немножко увеличить. И мы получаем то, что он вообще-то как бы пористый, не сплошной. Вот видно, не видно, но здесь вот маленькие черные точечки, это сквозные дырочки. Ну вот дальше кишечная палочка. Я долго произносил это слово, но эшеришия коли, да, вот правильно сказал. Мы тоже снимали вот эти кишечные палочки. Кстати, это уже как бы научные исследования. Мы проводили это исследование с Воронежским государственным университетом. Они кормили этих кишечных палочек оксидом железа, они перерабатывали их, потом умирали и оставляли после себя наночастицы железа. Не знаю, как это работает, но мы вот посмотрели. Вот, кстати, вот здесь вот поймали изображение, как они размножаются. И почему-то вот они вот строятся вот такие вот паровозики. Не знаю зачем, тоже очень интересно. Может, биолог кто-то объяснит это дело. Вот это кровь. Наш сотрудник пришел, говорит, давайте посмотрим, как работает ваш микроскоп. Взял иголку, проколол палец, капнул на стеклышко и поставили на микроскоп. Здесь, конечно, кровь сейчас замороженная и 10 паскаль. Ну, это как бы вакуум такой, но еще не вакуум. И после того, как мы разморозили, они просто взорвались и оставили после себя вот такой отпечаток. Ну и дальше как бы пойдут такие повседневные вещи. Вот ватная палочка под микроскопом тоже. Вот это грязная уже ватная палочка, что-то протерли. Вот это вот подскользнулся, упал гипс. Вот так выглядит и гипс. Вот оказывается, когда нам, ну в общем, штукатурят что-то, гипс представляет вот такое вот кристаллическое тело. Или на руку делают гипс, и, видимо, там эти кристаллы начинают, в общем, причинять какой-то дискомфорт, и все чешется. Может такое, может другое. Ну, я быстренько тоже покажу картинки. Вот эта бумага, желтая и белая. Белая, потому что добавляют мел, как выяснилось. Вот к нам пришел заказчик, он принес нам 2 образца соли. Говорит, посмотрите. Оказалось, что они отличаются только формами, а элементный состав это все натрий хлор, никаких примесей. Вот это кофе гранулированный. Кстати, в кофе много калия, как выяснилось. Вот это древесина. Мы можем видеть вот капилляры, по которым поднимается вода. Вот ластик. Кстати, для меня было очень как бы шокирующе, что в пластике содержится барий СО4. Ну, я потом объясню, если на вопросах, если останется. Игорь, и у нас время.
Можно еще 10 секунд, я промотаю вот так. Ну, прощалка тогда, пожалуйста. Красивые картинки. На рабочий стол. И самая страшная картинка. Коронавирус. Это кто-то чихнул у вас из сотрудников? Нет, я это взял из интернета, но мы тоже такое можем снять, но исследований таких не делать. Конечно, обязательно. Можем посмотреть. Это Игорь Веркиев и его выступление. Ваши аплодисменты. Вопросы из зала к нашему выступающему? А вот скажите, муху-то, я так поняла, вы исследовали в рамках саморазвития или ученые вам принесли? Да, дело было вечером, делать было ничего. А где вы нашли замороженную? Нет, она не замороженная, она сухая просто. А, сухая, Да, поэтому соль, паутине торчала. Понятно. А я думала, к вам пришли ученые и должны были проверять, я не знаю, там, здорова она, нездорова, от чего померла? Нет такого. Игорь, скажите, а волосы вы смотрели под микроскопом? Волосы смотрели, но как бы человеческие волосы, это не так интересно. А можно я к вам приду с кучей нечеловеческих? Да. Вот вам как бы расскажу сейчас. Группа в Санкт-Петербурге исследовала волос мамонта. Они как бы разрезали лезвие, и оказалось, она полая, пористая внутри. Вот такой волос. Я тоже скажу, я просто с Геннадием Михайловичем с знакомым, мы как раз изучали, например, люминесценции волосы, и мне сейчас интересно структуру. Да, придете посмотрим. А что, у них волосы люминесцентные? Нет, не у них, у горностая и там я уж испугалась. У них нет, хотя кто знает, может, да. Еще вопросы из зала? Скажите, сколько по времени занимает исследование одного образца? Ну, если металлические, там это буквально минут 10. Если биологические, там минут 30, час. Один образец. В разных участках. Так, и все, кажется, у нас нет. Есть вопросы из зала, так? Я сейчас задумалась, никогда над этим не думала раньше. Как определяется состав элементарный, то есть как определяются элементы по плотности как-то? По отскакиванию? Нет, там просто стоит детектор, когда электроны вбиваются в тело, образец, там возникает рентгеновское излучение, и детектор это рентгеновское излучение видит, и уже по энергии рентгеновское излучение определяет, какие элементы там находятся. То есть есть какая-то определенная уже база данных с известными этими величинами? Да, это, наверное, лет 100 уже известно. Таблица Менделеева там? А скажите, я правильно понимаю, что в вашем электронном микроскопе мы не можем посмотреть живые объекты? Можем? Если их заморозить. В плане живые? Ну, если живые, то их надо прикрепить, чтобы они не убежали. Да. Хорошо. Так, есть ли у нас еще вопросы из зала? Кажется, нет. Что ж, это был Игорь Веркиев. Аплодисменты. Я вот в детстве лупой пух жег, а оказывается, можно чем-то интересным заниматься. Это приятно. Что ж, и участник под номером 6, Анна Мерцалова. Тема «Гуминовые препараты и их приключения на ячменном поле». Встречайте! Здравствуйте, меня зовут Аня, я агрохимик. Звучит, конечно, как диагноз, но это моя профессия. Для начала расскажу, кто такие агрохимики. Агрохимики это те люди, которые, приходя в сельхозакадемию, ну все, давай, мама, поступаем. Увидели модное название, все, иду туда. Ну, это, конечно, лирическое отступление, на самом деле я тот же агроном, и дело всей моей жизни улучшать взаимоотношения между сельхозкультурами и почвой. На данный момент я изучаю ячмень яровой, гуминовые препараты и почву. И настраиваю между ними
нерушимый союз. Итак, на сегодняшний день в Удмуртской республике растет большой процент химизации. И для нас стало интересно, как же его уменьшить. И вот именно тогда пришли на помощь гуминовые препараты. Почва – это большой живой организм со своей иммунной системой. И именно тогда настал момент, когда мы решили, что мы будем исследовать именно на почве. Гуминовые препараты, они действуют как витамины для почвы. Это состав почвы. И исследования были проведены весной-летом 2021 года. Лето было настолько превосходное, что даже жители южных полос приезжали к нам загорать. Поэтому, несмотря на то, что не было атмосферных осадков, у нас таки получен шикарный урожай. Вы можете пренаблюдать его в таблице. И, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Для вас выступила Анна Мерцалова. Ваши аплодисменты. Вопросы? Вопросы к выступающему? А можно табличку только вернуть? Я хотел там уточнить. Да, можно ли нам, пожалуйста, вернуть табличку из презентации? Вот это. А можно, вот, можно да? пожалуйста, пояснить, что за сокращение ЖК там, ЗП? Ну вот это вот те гуминовые препараты, которые мы, соответственно, изучали. ЖК – это живая капля, золото полей и вода. Ну, в принципе, все. Вот. Вся аббревиатура. И вот эти вот зелененькими у меня выделены положительные результаты, прибавки, достоверные урожайности. И какой получше получается из них? Ну тут, в принципе... Нет, там мне ну, кажется, вот золото полей. В разных ситуациях разное похоже. Ну вот при обработке, тут получается у нас 3 обработки. Обработка семян, некорневая подкормка и, то есть, все вместе. Обработка семян плюс некорневая подкормка. Ну, если смотреть в таблицу, то лучше, конечно, некорневая подкормка ЗП-2, 13,3, прибавка урожайности 4. А вода-то это вы просто поливали, да? Да, просто поливали. А без обработки, да? то есть это контрольный вариант, и вода, то есть по отношению к варианту без обработок вообще, и мы сравнивали без, ну то есть с водой. А вот помните, кто-то совет давал, да, что нужно было рапсто поливать, а вы посмотрите, без обработки урожайность больше, чем при поливе. Поэтому поливать нельзя было. А не полив, а что, опрыскивание? Не полив, это опрыскивание, да. Ну а что опрыскивание, это микрополив? А вот скажите, пожалуйста, у вас ячмень случайно никто не съел? Ну, у нас, в принципе, органическое земледелие, и, ну, нет, были, конечно, были, да, и месяцкая муха была, и были вредители, были болезни тоже. Угу. То есть у вас задача получается... Но мы не использовали ни гербициды, мы не использовали ни пестициды. У нас вот чисто вот эти вот наши гуминовые препараты, они улучшают иммунную систему как почвы, так и растений. То есть ваша задача так много дать вот витаминов и сил растению, чтобы оно выросло быстрее, чем его съедят? Да, все верно. Они... Знаете, как получилось? Что гуминовые препараты, они способствовали улучшению иммунной системы и способствовали тому, противостоянию болезням, например. Еще вопросы из зала, может быть? А можно, да? А графон у вас какой был?
Аграфон? Да, высокий, низкий, удобрение. Низкий. Низкий. Мы здесь, по-моему, его только по форме снесли, но не так много. А почва какая? То есть мы проводили опыт на залежи 5-летней. Мы распахали 5-летнюю залежь, и вот там все, в принципе, не проводилось с исследованием. Именно на бедной почве. А кислотность какая была? Кислотность была pH 4,2. Кислая такая? Кислая. Вот именно вот к этому интерес был, чтобы исследовать на бедной дерново-подзолистой почве с явно выраженным дефицитом витаминов наши гуминовые препараты. И как они справятся с этим со всем делом. И, о боже, нормально справились. То есть вы будете рекомендовать хозяйкам, у которых плохая почва? Да, мы сейчас еще в этом году мы проведем на более таких вот уже обработанных почвах. И еще вот посмотрим, там проведем исследование и выведем средний результат. Спасибо. Есть ли еще вопросы из зала? Что ж, тогда большое спасибо, Анна. Для вас выступила Анна Меркалова. Ну и в этот раз уже последняя шутка. Гуминовые препараты ячмень и впрямь образуют нерушимый союз. Хотелось бы мне такие отношения. Завершаем легким смехом. Что ж, все докладчики проявили себя просто великолепно. Теперь пришло время, как я говорил, пошуметь за того, чей доклад вам понравился больше всего. Наши специалисты замерят ваш шум, а специальные гости назовут победителя нашего научного слэма. Давайте попробуем для начала с вами пошуметь. Аплодисменты, топот, свист, крик, если есть желание, учитывается все. Давайте попробуем. Понравилось ли вам, как ведущий сегодня шутил? Ну что, по-моему, у нас зрители шумят отлично. Подождите, я не включила шум. Давайте еще раз. Попробуем. Понравилось ли вам, как сегодня шутил ведущий? Работает. Все, отлично. Шоумер работает. Спасибо, мне очень приятно. Поехали, по порядку. Сейчас мы шумим за Алексея Яковлева. Старение, состояние или болезнь? Так, отлично, результат есть. Сейчас его запишут. На самом деле активная вы публика, очень нравится. Приятно. Возможно, мой юмор мимо, но публика-то отличная. Так, переходим к участнику номер 2. Любовь Тронина. Сила рапса и польза продуктов его переработки. Так, результат тоже есть. Результат записывается. Вам ведь не видно никому? Нет, все. Им никому не видно. Все отлично, я проверил. Так, участник номер 3. Михаил Загуменов. 35 лет, Дню сурка в Удмуртии. Ну, нормально вы шумите, прям хорошо. Прям красиво. Так, далее у нас будет участник номер 4. Да, мы готовы измерять? Отлично. Участник номер 4. Ирина Кайсина. Что такое беспилотник и при чем здесь наука? Кто-то резко понял, что крик — это его способ пошуметь сегодня. Отлично, бодро, громко, что самое главное. Так. И участник номер 5. Игорь Аверкиев. Верхом на электроне или путешествие в нано-мир. Я резко понял, что я вообще не ученый, не физик, не биолог. Стрелочка бегает. Я такой, ну красиво. Красиво. Цифры меняются, стрелочка бегает. Слышу, что шумно. Вот как-то так я это свяжу и решу, что вы молодцы. Так, и последний. Все, отлично. И участник номер 6. Анна Мерцалова. Гуминовые препараты и их приключения на ячменном поле.
Все, какие-то показатели мы собрали, не знаю, шумно, наверное, громко. Отлично. Все, какие-то показатели мы собрали, мы можем делать из них выводы. Да? Мы можем делать выводы. Перешумовка нам не нужна. Перешумовка нам нужна. Перешумовка нам нужна. Так, отлично. Теперь, получается, мы... Теперь мы уже идем в полуфинал. Да, не идеально выдерживаем. Идеально выдерживаем. Так. Ага. Так, отлично. Значит, и в финал у нас выходит номер 2. Ну, я совсем уже все убил. Так, значит, у нас выходит в финал 2 участника. Один из них — Любовь Тронина, сила рапса и Да, все верно я говорю? Любовь Тронина, сила рапса и продукты его переработки. Шумим еще раз! Так, шум замерили. И наш второй полуфиналист Михаил Загуменов. 35 лет, Дню сурка в Удмуртии. Теперь мы можем... Все, теперь можем делать выводы. Отлично. Так, ну а сейчас, пока наши эксперты подводят итоги, считают результаты, вспоминают, кто как шумел, где кто покричал, я предлагаю нам с вами поиграть. Поиграть всему залу и участникам, и зрителям, да, все правильно говорю, и участникам, и зрителям. На экране появится... Так, пока идет голосование, оно уже прошло. На экране появится детская фотография ученого, зарубежного ученого или нашего отечественного ученого, научного деятеля или изобретателя. Появится детское фото. У нас будет всего 8 фотографий, вы, будем надеяться, не успеете уснуть, заскучать. Появилось детское фото, если у вас есть идея, кто это, поднимайте руку или выкрикивайте. Я же не считаю баллы, вы что? Все, поехали, мы переходим к игре. Еще раз? Нет, это не Кюри. Эйнштейн? Это не Эйнштейн. Но это молодой человек, это правда. Ну, как молодой человек. Ученый мужского пола. Это не Тесла. Максвелл. Это не Максвелл, кстати, хорошее предположение. Планк, может? Менделеев. Не Менделеев, еще раз? Планк. Нет, к сожалению, не Планк. Так, ладно, давайте попробуем немного сузить пункт, пока бьем пальцем в небо. Зовут его Константин. Циолковский. Все верно, это Константин Циолковский. Так, мы переходим к следующей фотографии. Это тоже мальчик. Еще раз? Эйнштейн. Нет, это не Эйнштейн. Эйнштейн будет, но не здесь. Пушкин. Это не Пушкин. Это, к сожалению, или к счастью, не Пушкин. Да. Идеи, варианты? Менделеев. Не Менделеев. Российский. Наш. Наш. Зовут Вова. Ленин. Нет. Будем рассчитывать, что зрители этого не слышали. Что я как будто бы умный тут стою перед вами. Не просто так, с бумажкой. Зовут его Владимир. Еще раз? Вернадский. Вернадский, все верно. Едем дальше. Третья фотография и вновь ученый мужчина. Нет. У него фотография? Кнорозов. Да. Да, Кнорозов, все верно. Очень похож. Надо бы кликнуть. Вот, спасибо. Отлично, Юрий Кнорозов. И наш четвертый ребенок, который вы... слева. Это не Эйнштейн. Нет, это не Эйнштейн. Эйнштейн будет, но это не он. Нас интересует молодой человек слева. Еще раз? В школе нам говорили, что познакомились они чуть позже. Ваши идеи? Зовут его Лев. Лев Ландау, все верно. Так нравится, играет с подсказками? Нормально. Лев Ландау, аплодисменты вам. Едем дальше. Очень улыбчивый молодой человек. Наверное, физик. Еще раз? Нет, это снова не Эйнштейн.
Интересный факт. В детстве Эйнштейн не показывал язык, когда его фотографировали. Стивен Хокинг? Это Стивен Хокинг, все верно. Аплодисменты. Мы переходим к 6-й фотографии. Нас интересует молодой человек, который стоит. Это, да, все верно. Я даже запомнил немножко. Это не Дарвин? Еще раз? Дарвин? Нет, это не Дарвин. Это русский? Нет, он не русский. Может, Стивенштейн? Еще раз? Стивенштейн? Нет. Ладно, секс проверим. А область судить можно? Ну, иногда вопрос — это просто вопрос, на который надо ответить. Ну, имя тогда в студию. Ну нет, по имени ты я угадаю. Ну, кроме того, что я знаю. Нет, не план. Да ладно, иногда вопрос — это просто вопрос, а сигара — это просто сигара. Фрейд? Да, это Фрейд, это Зигмунд Фрейд. Аплодисменты себе. Так, мы переходим к предпоследнему нашему ребенку, который вырастет в умную знаменитость. Кто это может быть, по-вашему? Копица? Нет, это не Копица. Нет, не русский. Хотя его родословно не видел. Возможно, стоит озадачиться, но нет, не русский. Молодой, пухлощекий. Еще раз? Нет. По-моему, в биографии числится, что раньше, что вначале он продавал газеты, вроде пекарем даже подрабатывал. А потом как взял и сделал научное открытие, поэтому он сегодня здесь. Ну, Том, его можно назвать, если сократить имя. Том. Это Томас Эдисон, все верно. Аплодисменты себе, вы отгадали Томаса Эдисона. Юный, пухлощекий мальчик. И наш Давайте, все хором. 3, 4. Все правильно, это Альберт Эйнштейн. Ну что, вы справились великолепно. Еще раз похлопайте сами себе. Совсем немного времени остается до того, как мы узнаем имя победителя 3-го республиканского научного слэма молодых ученых. Стоит еще раз отметить наших дорогих партнеров. Это информационный центр по атомной энергии Ижевска и ПАО «Сбербанк». Я приглашаю сюда Татьяну Анатольевну Вычужанину, руководителя HR-службы Удмуртского отделения ПАО «Сбербанк». Заканчивается, на мой взгляд, очень крутое, интересное мероприятие. Мне на самом деле было очень интересно, но я хочу вас пригласить поучаствовать еще в одном крутом мероприятии. Так, презентацию мне запустят, да? Молодежные акселераторы. Ну вот кто-то, наверное, уже и слышал, и видел картинки, которые были размещены у нас. Просьба сначала включить. Сберстудент. Молодежные акселераторы, да, про них уже Ирина говорила сегодня, что это конкурс стартапов. На самом деле это не только конкурс идей, это еще и образовательный контент. Можно дальше листнуть. Следующий. У меня тут есть, на самом деле. Правая кнопочка должна быть. Это еще и образовательный контент. Для кого он предназначен? Это и студенты, это и научные сотрудники, аспиранты, преподаватели, то есть все, кто как-то связан с наукой, те, кто может придумывать идеи. Что мы можем дать на этом акселераторе? Во-первых, конечно, это знания. Преподают преподаватели Стэнфорда, преподают лучшие предприниматели России, и очень много среди предпринимателей, наших коллег из Сбербанка, это руководители компаний экосистемы. Ну, у нас уже сервисная организация, у нас есть банк, у нас есть и ОКО, и Сберзвук, и чего только нет, кстати говоря, и есть целая лаборатория по искусственному интеллекту, поэтому поддержка может быть из любых направлений, ну и рассказывать тоже будут разные направления. Что может он дать? Помимо образования, это, конечно же, сообщество, потому что формируются команды, и команды разрабатывают идеи,
и есть у нас призовой фонд. Будут встречи с преподавателями и с инвесторами, ну и будут освещаться реальные кейсы. В настоящее время проводится регистрация на эту программу. Начиная с февраля и заканчивая маем будет проходить онлайн-обучение, в ходе которого расскажут, как выработать идею, как ее докрутить, как изучить рынок, как изучить потребителей, как это создать финансовую модель и в итоге вывести на рынок. Можно сюда заходить и с идеями, чтобы их там доработать. Можно заходить без идей, чтобы просто получить знания. Следующий этап, это будет уже с июня по август, это работа с менторами. То есть будут выделены самые лучшие проектные работы, самые лучшие идеи, 150 идей, и к этим командам будут выделены менторы. Ну и самый такой будет крутой, наверное, мероприятие, финал конкурса, он будет проходить осенью, Demo Day, он в прошлом году проходил в рамках конференции AI Journey, целый день презентовали работы свои, ну и в этом году примерно так же это, наверное, и будет построено. Вот, собственно говоря, какая будет у нас программа. Ну и самый важный слайд, это ссылка на регистрацию, всех приглашаем, все могут зарегистрироваться. Обучение абсолютно бесплатно, оно проходит в режиме формата онлайн. Примерно 2 раза в неделю выкладывается какое-то видео или еще что-то. Ну и не обязательно смотреть в то время, когда это все проводится, это потом доступно бывает в записи на площадке образовательной, на которой, собственно говоря, все это и проходит. Вроде бы все сказала. Регистрируйтесь. Если вопросы есть, можете задавать. Аплодисменты Татьяне Анатольевне. Что ж, ну а перед тем, как перейти к награждению участников, хотелось бы предоставить слово нашему специальному гостю, Ломаеву Степану Леонидовичу, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику Физико-технического института Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. Спасибо. Я немного неожиданно, что я в статусе специального гостя. Сам об этом только что знал, все, мне очень приятно. Я хотел начать с того, что вообще за последнее время, наверное, последние лет 10, много говорится о том, что наука должна быть открытой, должна показывать, идти к обществу и показывать, чем она занимается. Действительно, наука во многом это делает. Мы видим развитие сфер скажем так, научного популяризирования, много появляется новых ярких лекторов, новых форматов. Однако за этой открытостью я бы хотел, чтобы мы не забывали о том, что в каждой науке всегда есть ее закрытая часть, с которой часто исследователь остается во многом один на один. И часто эта закрытая часть настолько глубоко закрыта, что молодой, прежде всего, ученый попадает в ситуацию, когда то, чем он занимается, он, может быть, еще сам может в этом разобраться, но редко его окружение может понять, чем он занимается. Это еще неплохая ситуация. Хуже бывает, когда ты сам теряешься и начинаешь не понимать, чем ты уже занимаешься, но еще веришь в том, что это очень нужное дело. Ну и совсем, конечно, бывает грустно, когда ты вдруг начинаешь эту веру сам немного терять. Это, конечно, бывает грустно и печально, но к чему я это все говорю? Потому что отлично, что есть такие площадки, на которых мы можем весело и с интересом рассказать о наших исследованиях и услышать, чем занимаются другие. Поэтому я прежде всего хотел бы поблагодарить тех, с помощью кого нам сегодня удалось встретиться и приятно провести это время. Прежде всего я хотел бы поблагодарить нашу площадку, Национальную библиотеку, которая предоставила это приятное время. Фактор, о котором никогда не надо забывать, он очень важный. Это именно сообщество молодых ученых, которые интересуются, что делают их коллеги. И это круг людей, которые находятся вокруг ученого сообщества. Поэтому прежде всего я хотел бы поблагодарить всех вас, наше сообщество, заинтересовавшихся научной деятельностью в нашей Удмуртии. Спасибо вам прежде всего.
еще один актор, без которого вообще ни одно мероприятие никогда не получается. Это, конечно же, организаторы этого мероприятия, которые нас здесь сегодня собрали, ну и, конечно же, ведущие этих мероприятий. Спасибо организаторам, спасибо ведущим. Ну и самое большое спасибо, конечно же, людям, которые сегодня для нас старались доложить свой материал. Вы прекрасны, неважно, кто из вас победил, ну, по крайней мере, мне. Но это было супер, отлично, спасибо большое. Вы молодцы, спасибо вам. Степан Леонидович, спасибо, не уходите, пожалуйста, далеко. Ведь сейчас для финальной речи и вручения благодарственных писем я приглашаю на сцену директора Национальной библиотеки Удмуртской Республики Татьяну Владимировну Тенсину. Дорогие друзья, подошел наш очень увлекательный и интересный вечер. Я благодарю вас всех сегодня, что вы представили самое ценное, на мой взгляд, что молодые ученые, вы сами между собой познакомились. И это я наблюдаю уже вот на протяжении 3 лет. И кто знает, может быть, это превратится в очень такую тесную дружбу и новым открытием. Но мы приступаем к награждению. Да. Благодарственное письмо за поддержку молодых ученых и активное участие в мероприятиях Национальной библиотеки Удмуртской Республики в рамках фестиваля науки вручается Степану Леонидовичу Ломаеву. Спасибо за добрые слова. Я надеюсь, что вы будете наши добрые слова. Спасибо. Очень приятно. Ваши аплодисменты. Что ж, ну а мы понемногу переходим к награждению. Наш научный слэм подходит к завершению. Еще раз громкие аплодисменты всем участникам. И сейчас мы наконец-то оглашаем победителя. Победителем научного слэма с уровнем шума 87, как мы посчитали, децибел, становится Любовь Тронина. Все-таки научную школу сельскохозяйственных наук не удалось сегодня победить в слэме 2022 года. И снова первый приз. Он уходит в исследование, именно за исследование в области сельскохозяйственных наук. Так что я не знаю, все впереди в следующие годы. Я вас поздравляю. Любовь получает диплом победителя и главный приз от Национальной библиотеки Удмуртской Республики, символ нашей научной битвы, который одновременно является еще и пауэрбанком. Ваши аплодисменты. Вот. Также победители и остальные участники нашего слэма получают специальный приз от Национальной библиотеки. Это общеизвестный стимулятор мозга. А? Нет, не угадали? Грецкий орех. Дальше мы наградим сейчас всех участников. И это еще не все, друзья, не расходитесь. Какая лучше еще впереди. Организаторы и партнеры слэма подготовили для каждого из вас призы и подарки. Диплом участника научного слэма, а также подарочные комплекты от Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Информационного центра по атомной энергии Ижевска и Удмуртского отделения Сбербанка вручаются всем участникам. На сцену приглашаем Любовь Тронину. Любовь Тронина уже была. На сцену приглашаем Аверкиева Игоря. Очень интересно. Да, вам подарки. Ваши аплодисменты. Фото есть, отлично. На сцену приглашаем Анну Мерцалову. Спасибо вам, успехов. Аплодисменты Анне. Встречайте, Ирина Кайсина. Поздравляю, было очень интересно, на самом деле. Очень много государственных. Ваши аплодисменты Ирине.
Все отлично, красивые кадры сделаны. Встречайте на этой сцене Алексей Яковлев. Аплодисменты Алексею. И встречайте на сцене Михаил Загуменов. Вы очень харизматичны. Татьяна Владимировна, большое спасибо. Всем. До новых встреч. Аплодисменты Татьяне Владимировне. Что ж, друзья, надеюсь, вам было сегодня интересно, хоть немножко весело. Этот вечер для вас провел я, непомнящий Дмитрий. Большое спасибо, что были с нами. Увидимся на новых мероприятиях. А сейчас общее фотографирование.